В Уфе на голову женщине упал кусок льда. Трагедии удалось избежать. 32-летняя горожанка получила сотрясение головного мозга. Небезопасную крышу дома по улице Чернышевского сотрудники ЖЭО уже очистили от снега и наледи, однако проблему это не решило. Почему, расскажет наш корреспондент Динара Таймасханова. Не двоится, не троится. Оно запаздывает. Глазами двигать не больно? Больно. Больно, да? Вместо подготовки к престижному конкурсу в Москве больничные стены, головокружение, боль и тошнота. К медработникам Эльмире Хасановой пришлось обратиться после того, как накануне с крыши дома на нее свалился обледеневший кусок снега. Здесь мы ее осмотрели неврологический статус, изучили, сделали обследование. Ей было сделано рентгенография черепа. Дополнительно решили сделать компьютерную томографию головного мозга. Так, поставили мне сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей. Вот, будем теперь лечиться. Первые этажи дома на пересечении улиц Чернышевского и Цурюпы заняты магазинами и конторами. Эльмира заехала к нотариусам. Почти у порога на ее голову упал обледеневший кусок снега. Сейчас молодая мама радуется, что оставила ребенка в машине. Иначе, говорит, последствия могли бы быть более плачевными. Как показывает статистика, изучив эту проблему, оказывается очень много таких моментов, когда летальный исход. Сегодня, кстати, невролог у меня тоже сказал, что даже доходит до операции, то есть и человеком, соответственно, может просто стать инвалидом. Сегодня крышу дома уже очистили коммунальные службы. Представитель ЖЭО отметил, что по этому адресу техника выезжает через день. Только проблему это не решает. Тротуар буквально усеян кусками льда. Снег просто скатывается со скользкого профнастила. Из-за шатровой формы крыши рабочие не могут самостоятельно очистить ее от снега. Приходится нанимать автовышку. Однако, по идее, такая покатая форма предполагает защитное ограждение, как, например, на соседнем доме. Жильцы дома по адресу Чернышевского, 101 обращались неоднократно в ЖЭО. Снег летит с этой крыши с завидной периодичностью. Однако для установки ограждения потребуется поменять конструкцию крыши. Жителями собрали подписи, общественные собрания провели. Данное письмо отвезли в региональный оператор для включения в перспективный план капитального ремонта. И чем быстрее этот дом включат, то будет безопаснее для жителей. Пока ремонта нет, пешеходы рискуют здоровьем на опасном участке. А Эльмире Хасановой, которая собирается на всероссийский конкурс в Москву, багаж придется пополнить запасами таблеток и уколов, которые ей прописали врачи. Динара Таймасханова, Влад Закирьянов, Роман Жигунов. Новости. Уфа.